Американский совет по женскому миру и безопасности недавно опубликовал документ расследования о двойном насилии Коммунистической партии Китая над уйгурскими женщинами. Согласно показаниям жертвы концлагеря Турсунай Вудун, статья раскрывает преследования, с которыми сталкиваются уйгурские женщины, такие как систематические изнасилования и искусственное бесплодие. Подчеркивается, что Коммунистическая партия Китая привела уйгурских женщин на геноцидное поле битвы против уйгуров. В исследовательской работе, авторами которой являются доктор Сьюзен Йошихара, основатель и президент Совета США по женскому миру и безопасности, и Питер Тотце, член Совета, говорится, что уйгурские женщины подвергаются двойному преследованию со стороны Коммунистической партии Китая из-за своего гендера и убеждений. Правительство Канады объявило о своем иммиграционном плане на 2024-2026 годы и включение уйгуров в план. Правительство Канады планирует принять 485 тысяч новых иммигрантов в 2024 году, 500 тысяч в 2025 году и 500 тысяч в 2026 году. План определяет уйгуров как иммигрантов, которые только что прибыли в Канаду. 1 февраля 2023 года парламент Канады одобрил резолюцию о переселении 10 тысяч турок-уйгуров, которые бежали от преследований со стороны Китая и живут в третьих странах и сталкиваются с опасными для жизни условиями в качестве беженцев. США ввели новые санкции против 130 компаний, базирующихся в России, Китае, Узбекистане и ОАЭ в рамках санкционного пакета, введенного против вторгшейся в Украину России. Соединенные Штаты ввели санкции против 12 российских компаний и одной узбекской компании, которые пытались обойти запреты во время полномасштабного вторжения России в Украину. Как сообщило Министерство торговли США, 2 ноября 2023 года в санкционный список включены 130 компаний и бизнесмены из государств, включая Китай и ОАЭ. Импорт Китая удивил ростом в октябре, но экспорт упал больше, чем ожидалось. Экспорт, номинированный в долларах США, упал на 6,4% в октябре по сравнению с прошлым годом, сообщило таможенное управление Китая. Экономисты ожидали, что экспорт сократится на 3,3% в октябре. Импорт вырос на 3% в долларовом выражении в октябре по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр Австралии Антони Альбанезе совершил официальный визит в Китай, чтобы переориентировать отношения, которые в последние годы были напряжены из-за политических споров, импортных барьеров и региональных оборонных альянсов. Альбанезе, который вчера встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, стал первым австралийским лидером, посетившим Китай за последние 7 лет. Совет безопасности Организации Объединенных Наций, который собрался в 6-й раз 7 октября после того, как разгорелся новый конфликт между Израилем и сектором Газа, вновь не смог прийти к соглашению. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш повторил свой призыв к гуманитарному прекращению огня, объявив, что ООН и ее партнеры начали гуманитарную кампанию стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов США для оказания помощи почти 3 миллионам человек в секторе Газа.